Потеряв всю семью, кроме одного маленького сына, поселился в Шатое, где он зализывал раны. После этого он по приглашению Исы Гендергеноевского, человека не последнего в чеченском народе в то время, речь идет о 1840 году. Иса Гендергеноевский, достаточно сказать, был храбрейший воин, ну, скажем так, из эпических, тех, кого мы называем эпическими. Допустим, он командовал чеченскими войсками в битве при реке Валерик, которую описал Михаил Юрьевич Лермонтов в своем великой блистательной поэме «Воспев храбрость и русских, и чеченских героев». И Иса Гендергеноевский потом командовал разгромом царской армии при Дарго, которая кончилась тяжелейшим поражением царской армии. Поэтому представить, что Шамиль вот так вот прямо сам нагло взял и поехал куда-то там в Чечню, это невозможно.